В этот момент Бог говорит с вами, посылая вам послание из прошлого, позволяя вам окутаться беспрецедентным спокойствием и миром. Вчера вечером я поклялся, что никогда не откажусь в поисках наград, которые Бог приготовил для меня, потому что Он слышит ваши молитвы. Кажется, Он действует медленно, но я понимаю, почему, особенно в эти трудные времена, когда вера – это больше, чем просто убеждение, это убеждение. Бог говорит, что Он всегда будет рядом с тобой, даже если Его пути кажутся суровыми. «Я дал тебе жизнь, и терпение того стоит». Дорожите этим опытом и выразите свою благодарность сверхъестественным силам, действующим в небесных сферах. Трудности могут показаться пугающими, и даже дело праведности можно презирать, но сила Божьих обетований преодолеет их все. Вы получите поддержку и заботу с величайшим уважением. Вы вошли в мир изобилия, где к вам будут относиться с любовью и уважением, и где жизнь будет радостной, потому что вы были избраны победоносно руководить и исполнять волю Бога. Это призыв к вам стремиться еще выше. Бог призывает нас вместе преодолевать препятствия. Бог наполнит вашу жизнь радостью, верой и мужеством. Когда вы чувствуете разочарование, помните, что именно Бог будет вести вас. Я благодарен за это. Бог говорит вам, что вы собираетесь увидеть сон, который Бог откроет вам, сон необыкновенный, уникальный и чудесный. Требуется усилие и вера, чтобы понять, что вы можете достичь большего, чем себе представляете. У вас особое место в Божьем плане. Может показаться, что пройдет целая вечность, чтобы увидеть изменения в вашей жизни, но будьте уверены, чудеса не за горами. Независимо от трудностей, Бог всегда рядом, чтобы совершить чудо, в котором вы нуждаетесь. Бог предоставляет помощь в трудные времена и хочет, чтобы вы жили свободно, не искупая бремя и боль своего прошлого. Верьте, что в конце концов все, что пожелает ваше сердце, сбудется. Я слышал твои крики и мольбы. Не позволяйте негативным эмоциям затуманить ваш разум. В моем сердце часто возникают грустные мысли. Бог молится за ваш успех и опыт доброты. Если протянуть руку, красота восстанет из пепла. Приходите и насладитесь вкусами, уникальными для этого сезона. Знайте, что Бог слышит и ценит вас. Примите мою благодарность за то, что вы преодолеваете прошлые препятствия и двигаетесь вперед с верой. Если ты доверяешь Всевышнему, Всевышний будет с тобой. Бог простит вас, полюбит вас и спасет вас, желая для вас самого лучшего. Когда вы одиноки, помните Божьи обещания удивительного роста. Я могу сохранить твою истинную личность, пока ты готовишься высвободить магию. Поднимется победный крик и произойдет духовное пробуждение. Бог советует нам воздерживаться от следования простым желаниям. Попросите Его помочь вам в развитии ваших отношений. Если вы примете Его поддержку, Он подарит вам надежду и здоровье. Помни, я здесь, чтобы подбодрить тебя и поддержать, но тебе придется жить без меня. Я хочу освободить тебя от отчаяния, которое приходит с одиночеством. Будьте готовы к неожиданностям. Наденьте свои метафорические кроссовки и продолжайте идти без перерыва. Вас будут направлять люди, обладающие властью, и их отношение к вам проложит путь к новым начинаниям. Если вы чувствуете приближение финансовых благ, преодолевайте трудности с добрым сердцем.
Ваши мечты станут реальностью. Сейчас настало время действовать смело и твердо стоять в богатстве своей веры. Вас ждут процветание, любовь, исцеление и успешная карьера. Сохраняйте свою индивидуальность, усердно ищите Бога, продолжайте учиться, расти и принимать жизнь. Будьте благодарны каждый день за свои благословения и принимайте каждый новый день как подарок. Помните, полезно избегать греха. Если необходимо, я готов вмешаться от вашего имени. Поймите, что Бог знает ваше бремя, и когда вы отдаете Ему свою жизнь, это бремя снимается. Всегда ищите Божьего руководства и никогда не отказывайтесь от проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Дары Божьи чудесны. Расскажите мне, как Божье присутствие и ежедневное обеспечение удовлетворяют ваши потребности и приносят вам счастье. Не позволяйте замешательству помешать вам достичь любви. Бог говорит с вами сейчас, признавая вашу важность для Него и веря в вашу невероятную силу. Бог ведет вас по пути, который временами может сбивать с толку из-за конфликтов вокруг вас, но Он обещает помочь вам стать сильнее и лучше, чем раньше. Ни одно другое существо не обладает такой божественной или чудесной силой, как Бог. Мы понимаем, что за последние несколько дней наше терпение было подвергнуто испытанию, и мы стремимся облегчить ваши страдания. Вы переходите от чувства подавленности к удовлетворению из-за того, что Бог сказал вам. Успех скоро будет вашим. Каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь сегодня, должна встречаться с моментом осознания. Небольшое пожертвование поддерживает верное христианское дело. Не позволяйте своей вере в практические меры Божьи диктовать ваши действия. Если вы согласны, напишите «Аминь». Верьте в перемены. Вы находитесь в шторме, который вскоре принесет исцеление, любовь, новые возможности и цель. Необычно короткий срок. Огромное спасибо за вашу любовь, принятие, реабилитацию и постоянную поддержку. Вы быстро растете как физически, так и умственно, и успех не за горами. Ваша улыбка и финансовый успех – моя самая большая радость. Я предлагаю вам простую жизнь, полную всего, даже если молитвы, которые вы возносите, временами могут показаться неуместными. Как и обещал Бог, мы здесь, чтобы поддержать вас и заплатить за ваши страдания. Поверьте, я позабочусь о вас и ваших заботах. Вы собираетесь добиться большого прогресса. Он ближе, чем ты думаешь. Не забывайте быть благодарными за весь этот божественный замысел. Примите комфорт и чудеса, которые были запланированы для вас с самого начала, даже если временами вы можете сожалеть об этом. Оставайтесь сильными в своей вере и твердо держитесь жертвы Иисуса Христа, а также положительных изменений в богатстве, занятости и здоровье. Я согласен. Поделитесь этим с теми, кто причинил вам боль, потому что вы следующий человек, который войдет в зону чудес. Это абсолютно докажет мою уникальную способность изменить вашу ситуацию. Опишите свою стратегию, чтобы все знали, что ваша поддержка и благословение приходят к вам благодаря вашим ежедневным внутренним усилиям и ангельскому руководству. Оставайтесь верными своей честности и живите своей жизнью с невообразимой решимостью и силой. Пожалуйста, поддерживайте связь со мной. Тогда вы почувствуете мою любовь к приключениям.
Не бойтесь моей защитной руки, которая защитит мечты вашей жизни. Он защищает нашу семью от отчаяния и защищает каждую часть вас. Чудесный опыт, который изменит вашу жизнь. Ангел осторожно поднимет вас в таинственное место. Всего за несколько недель я решу все ваши проблемы и подарю вам все возможности, которые вас воспитали. Бог говорит «Аминь». Молитесь о дополнительных финансовых вложениях и обильных благословениях, которые придут к вам легко и без ограничений. Независимо от того, с какими проблемами вы сталкиваетесь, верьте, что Бог открывает двери и кардинально меняет вашу жизнь. Поверьте, что у меня хватит невозмутимости, чтобы отдохнуть и потерять надежду, когда я пострадаю и все пойдет хорошо. Активнее сталкивайтесь с трудностями, потому что они уменьшатся и вскоре появятся положительные изменения. Держи вот почему. Хотя в семье и дальше могут сохраняться большие разлады, к концу года вы добьетесь успеха во всех сферах жизни. Обратите внимание, как быстро возможность продолжать борьбу и побеждать становится реальностью. Возможно, это не всегда легко, но, пожалуйста, запомните эти слова. Даже ваши ошибки приводят к благодарности Богу, который дает мне достаточное изобилие, чтобы поддерживать себя и благословлять других. Давайте вместе помолимся за моего партнера. Если Бог пытается отвлечь вас от просьб о помощи, временами вы можете чувствовать усталость. Пожалуйста, освободи меня от моего бремени. В противном случае Вселенная принесет вам хорошую энергию и богатство. Я стремлюсь использовать приобретенные мной ресурсы для преодоления препятствий и победы над негативными ситуациями. Ведь радость приходит от победы. Ты плачешь, и я тоже слышу, как ты плачешь. Однако со временем начала накапливаться защита семьи от предыдущих жалоб. Я вижу, что вы растеряны и у вас проблемы со сном. Вас воспитали так, чтобы давать, когда вы действительно этого хотели, и благодаря страданиям вы стали особенными. Настройтесь на то, чтобы благословение и процветание излились раньше других, которые ценят финансовые благословения. Пожалуйста, прислушайтесь к моим словам. Красивая и глубокая страсть вскоре порадует вас. Будьте готовы к бесконечным волнам азарта. В последние годы жизнь и вера стали настолько подавляющими, что иногда до сих пор кажутся бурей милосердия. Если вы его получили, убедитесь, что оно появилось, набрав «да» в тексте сообщения. Ваша ситуация изменилась, и вы больше не можете решать проблемы, которые необходимо решить во всех сферах вашей жизни и жизни. Только создают проблемы. Речь идет о том, чтобы узнать, кто вы. Повинуясь Господу, я позволил врагу разделить, причинить вред и уничтожить твое творение. Даже те, кто в вас не верит, будут удивлены вашим внезапным появлением. Я один из тех гигантов, которые принимают важные решения, не посоветовавшись предварительно с Богом и перемещая фокус со своих проблем на Бога. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Я все контролирую. Сейчас настало время приветствовать счастье, здоровье и материальное богатство в вашей жизни через Бога. Вы можете обрести бессмертную силу, которую не сможет контролировать никакая сила. Идите в свою комнату, закройте дверь и поговорите со своим отцом, который скоро придет. Вам понравится красивая ситуация даже после возвращения,
и вы с радостью ее сразу же сохраните. Если вы верите в Бога, мои слова способны помочь вам пережить это трудное время. Пожалуйста, нажмите кнопки лайк и подписка. Огромное спасибо за вашу веру в то, что мои слова могут вывести вас из тени на свет и спасти от еще одного дня отчаяния. Молитва, которую я возношу тебе каждый день. Я рад, что смог восстановиться сегодня. Старый сезон прошел, и ты освобождаешь место для меня. Бог заявляет, что я вдохнул жизнь в ваши сокровища. Для меня нет слишком сложных задач, потому что я сильнее всего, с чем вам придется столкнуться сегодня. Одно только мое присутствие влияет на всю вашу семью. Я разорву цепь победы и пойду рядом с вами, пока вы превращаетесь из дефицита в изобилие. Источники говорят вам, что вы возрастали в своей душе, систематически присутствуя во имени Христа. Аминь. В тот день они объявляют, если вы верите в Бога, поделитесь этим видео с 7 людьми. Даже преследуя земные цели, Иисус понимает, что завтрашний день принесет откровение. Ваши моменты всегда в моих руках. Благодарю Тебя, Господь Бог. Помните, когда я говорю, да, в 120 лет происходят великие дела, я подтверждаю вашу веру в то, что минуты покоя приносят новые знания и открытия, и если у вас есть возможность неустанно работать во благо для себя, как источника. Хвала и защита в трудных ситуациях, я надеюсь, что Бог сотворит для вас чудо. Мы здесь для того, чтобы обстоятельства вокруг вас были в том положении, когда вам нужна приверженность, помощь, поддержка и рука. Ваше свидетельство будет защищено. Название места. Я всегда прихожу вовремя. Даже когда я был на самом низком уровне, я никогда не опаздывал. Он Бог, которому мы доверяли, чтобы противостоять суровости жизни, которую запланировал дьявол. Держите вас за руку, рассказывайте о своей ситуации и любви и поднимите свою страсть на новую высоту. Позвольте мне просто сказать следующее. Мы есть не что иное, как жизнь. Это первая молитва месяца. Дорогой Бог, мой враг. Чудо приходит и стучится в вашу дверь. Пусть у меня будет достаточно сил, чтобы поделиться своими проблемами с Богом, и Он вернет их мне. Сейчас настало время открыть для себя более глубокие способы получить то, о чем вы молитесь. Верьте в свои силы и делайте все возможное и в мае. Ваше время, место и благословение чудесным образом совпадут. В результате вы будете рады приветствовать вас в своем новом доме. Боже, если Ты готов к своим величайшим дням ясности, пожалуйста, не полагайся исключительно на меня, чтобы улучшить свою ситуацию. Поскольку Ты скучаешь по мне, Тебе не нужно пробиваться через наши шипы и грубые поверхности, когда дело касается того, что действительно важно. Развивайте свою духовную жизнь, будьте спокойны, будьте смелыми и верьте, что хорошие вещи произойдут. Люди будут поражены вашим упорством. Подарок из места любви. У вас есть цель с самого рождения. Итак, какова бы ни была ваша причина, не позволяйте своим словам помешать вам провести отличный месяц. Вы не поверите в мою силу и получите великие новости и неожиданные благословения. Один из ваших 91 получит нашего ангела, назначенного Богом присматривать за вами. Я буду использовать его с пользой для своей семьи.
У тебя есть моя вечная любовь и защита, даже перед лицом штормов и сложного выбора слов. Если климат изменится и стиль вашей 144 двери изменится, знайте, что я здесь, чтобы утешить вас и помочь найти свою долю света. Вы успешно преодолели это, поэтому никогда не позволяйте страху помешать вам сделать смелый шаг в своей вере. Друзья, я приношу вам подношение небесной любви, которая поддержит вас навсегда, но я также обещаю помочь вам, когда вы устанете и расстроитесь, массу. Потому что с каждым из вас у меня особые отношения. Ты мой избранный, и я буду считать твои многочисленные благословения. Я сделал много замечательных вещей для вас, моей семьи, друзей и близких. Я также приложил много усилий к работе своей жизни, сохраняя при этом очень негативный мысленный настрой. На смену ему призвано что-то лучшее. Примите изменения. Вы приближаетесь к пределу своего роста под руководством Бога. Бог творит чудеса в жизни людей. Когда отчаяние и неверие грозят погубить перемены в вашей жизни, помните, что я всегда рядом, чтобы поддержать вас. Не оглядывайтесь назад. Все, что вам нужно сделать, это поверить, что Бог, которого вы любите, ответит на наши молитвы. Дорогой Бог, спасибо, что сказал мне, что ты не можешь решать, как ты относишься к другим в своей жизни, исходя из того, что они сделали с тобой. Если вы хотите зарядить его себе и своим близким, введите 999. Это наполнит вас стойкостью, мужеством и верой. Помните, что вам грозит небесная опасность. Зная, что ваше прощение и неожиданный ответ уже в пути, я продолжу делать невероятные вещи, чтобы проложить путь к моему пути трансформации. Поэтому вы с нетерпением ждете, что я спасу вас и заговорю с прекрасным лицом. Он отдал своего Сына Иисуса. Я надеюсь достичь новых высот в этом году, чтобы вы никогда не оставались позади, потому что я всегда рядом с вами. Вы наполнитесь радостью, а мой совет имеет целебную силу. Я надеюсь, что то, что я только что сказал вам, откроет многим людям идею о том, что они впервые отмечают Рождество благодаря Иисусу. Я благодарю вас за многое, но больше всего я благодарю Бога, который является причиной всех ваших страданий, забот и проблем, и который помогает вашей вере укрепляться. Вы обещали мне, что не наступите мне на ноги на краю неба и земли, поэтому доверьтесь мне, предпринимая шаги для улучшения своего финансового положения. Напишите: «Господь, я люблю Тебя», чтобы подтвердить, что моя любовь просит вас о большем. Бог собирается совершить то, что вы не можете сделать сами, принести горе и процветание. Экзамены мотивируют вас продолжать усердно работать. Бог будет вести вас и направить на правильный путь. Не смотри мне в глаза. Этот опыт меня полностью потряс. Все идет хорошо. Вся Вселенная поддерживает утреннее чудо и ждет, когда вы станете человеком, достойным вашего личностного роста, как раз тогда, когда вы думаете, что преодолели падение. Смотрите видео с невообразимыми разоблачениями и финалами и будьте уверены, с какими бы испытаниями вы ни столкнулись, Бог даст вам самые удивительные награды. В стихе 16 Бог говорит, что враг проиграл, потому что не смог контролировать свое внутреннее «я». Весь ваш внешний мир становится вами. Я никогда не был на твоей стороне. Я глубоко изливаю вас, и мой бесплатный дар, который вы получаете,
– это жизнь после смерти через Христа Иисуса. Мы убежденно заявляем, что слава Божья должна быть явлена, несмотря на трудности этого мира. Спасибо за вашу доброту и услышьте наши молитвы. Благословения вот-вот начнутся. Ваши цели станут реальностью, и удача придет к вам. А прекрасная душа, Бог устал, но доверие Богу полное. Борьба в таком сне позволяет нуждаться без Бога. Мы не сможем Его удовлетворить. 13,113 тысячных, если вы мне верите, мы можем превратить это во что-то позитивное. Поверьте мне, у меня есть безошибочные симптомы. Приближается мощный сезон, полный священных моментов. Будьте тверды и соглашайтесь с тем, чего вы хотите, не беспокоясь о других. У доброго Бога есть имя. Бог сделает все лучшее в вашей жизни наполненным невероятными путешествиями, дружбой и кредитами. Не поддавайтесь влиянию других. Бог говорит, что мне пора дразнить тебя. Это Божий шепот. Это время, которое влияет на все аспекты вашей жизни. Тем не менее, большинство христиан говорят «да» библейскому утверждению о детях. Сосредоточьте свое внимание на бесконечной любви. Я отвечаю с состраданием. Я дал тебе милосердный страдающий дух. Возможно, вам захочется сдаться, но продолжайте пытаться. Я с тобой, и ты понимаешь. Видя их смелость и счастье, приносящее обильное душевное спокойствие и душевное спокойствие, я восстановлю ваше тело. Да, если ты знаешь, кто ты, жизнь будет лучше, чем ты можешь себе представить. Держите голову высоко поднятой, потому что ваша находчивость, настойчивость и уверенность необходимы для жизни, которую вы себе представляете. Даже если вы волнуетесь или переживаете трудные времена, ваше чудо все еще продолжается. Да благословит Бог всех вас, христиане. Бог обещает быть вашим надежным щитом. Пожалуйста, будь человеком, который заботится обо мне. Бог может открыть двери и изменить ваше сердце. Он здесь, чтобы побороть вашу тягу и исцелить любую физическую, умственную или духовную боль, которую вы признаете. «Не бойся, — говорит Бог, — ибо я обеспечу тебя». Избавьтесь от страха в своих финансах. Бог приведет вас к лучшим годам вашей жизни. Плохие новости и невзгоды в жизни – это не то, что Бог называет благословениями. Бог согласен, что вы стремитесь к более полноценной жизни. Тип 88, испытывает непреодолимое желание вдохновлять вас. Независимо от того, сколько негатива выпадает на вас, вы можете его преодолеть, поэтому вы полностью доверяете ему и отправляете ему случайные смущающие фотографии в качестве последней финансовой услуги вам. Да, если вы не против вина, которая опускает ваш взгляд и уносит разум от предзнаменований удачи и жизненных перипетий, вам крупно повезло. И все, чего вам следует ожидать, вам, наверное, нравится. Поделитесь своей надеждой на мир вокруг вас. Приятно иметь ожидание Всевышнего и понимать, чего ты хочешь. Напомните себе, что надежды больше нет. Я исходю из ограничений, налагаемых на вас вашим здоровьем, финансовым положением и отсутствием потенциала для большого богатства. Высказывайтесь, несмотря на препятствия. Я всегда буду здесь для тебя. Иногда не нужно спрашивать, но мне нравится наблюдать, как вы достигаете своих целей.
На меня прольются благословения, превосходящие ваши ожидания. Ваш мир и безопасность – это чудесные условия, которые идеально соответствуют замыслу Бога для вас через Христа Иисуса. Господи, пожалуйста, помоги нам и тем, кто страдает. Когда вы попытаетесь что-то сделать или многого добьетесь, отправьте гонца защитить ваше дело. У вас нет возможности жить с избытком, но я всегда напоминаю вам, что Господь постоянно работает над тем, чтобы превратить вашу печаль в радость. У вас трудная жизнь. Пожалуйста, свяжись со мной. Давайте вместе отправимся в путь к жизни, основанной на вере и самопознании. Я надеюсь, что к концу этого месяца у вас будет больше богатства, здоровья и успеха, чем когда-либо прежде. Я выбираю радость, здоровье и безграничные возможности, которые указывают на будущее богатство, свободу и душевное спокойствие. Давайте жить полной жизнью с благодарностью. Вы можете беспокоиться о том, что произойдет дальше, но доверьтесь Богу, и с вами все будет в порядке. Я дарую тебе вечную защиту от вреда во имя Иисуса. Когда вы размышляете о дне, наполненном большими возможностями и неожиданными наградами, вы можете столкнуться с риском, потому что вы дитя Божие. Однако вы можете перейти к следующей главе Божьего плана и тем самым устранить любые беспокойства, которые могут возникнуть в будущем. Совет ангела сосредоточен на царских одеждах, которые мы носим. Да благословит вас Бог и наберитесь мужества. Господь был с вами с рождения и защищает вас во имя Иисуса. Я не понимаю жизни и не понимаю разницы между добротой и состраданием, но прошлой ночью я не спал допоздна, чтобы направить вас и дать дальнейшее подтверждение тому, что вы уже знаете. Я хочу освободить тебя, разрушить все твои проклятия и полностью вывести тебя на свет. Он не позволяет нам специально молиться, но позволяет много открывать уста. Дорогой Небесный Отец, приди сегодня к себе и попроси меня стать богатым. Небесный Отец, я торжественно обещаю тебе, что ты можешь довериться мне в эти трудные и неопределенные времена. Он будет вашим пастырем светом. Вы не можете иметь сомнения и уверенность одновременно. Каждая неудача только укрепляет вашу волю двигаться вперед. Каждая дыра переполняется и сводит на нет мой комфорт. Даже в самые мрачные часы, когда я найду тебя, ты будешь больше, чем ты когда-либо мог себе представить. Поднимите голову и осознайте, насколько вы уникальны и прекрасны. Если ты готов признать, что наша ложь – это яркий свет под нашими ногами, то оставайся со мной. Найди прибежище в моей любовной неудаче. Ты можешь плакать и страдать, но я накормлю тебя. Согласно псалмам, если мы позволим Богу, не будет никакой путаницы. Конечно, мы не всегда понимаем жизнь Божию, но меня вполне устраивает уверенность, что это истина и горизонт. Если вы не будете беспокоиться и сохраните веру, ваши желания обязательно сбудутся в будущем. Если вы хотите, чтобы Бог благословил вас, обратитесь к Нему, когда вам это нужно больше всего. Ваши страдания, вы их преодолели, это будет легкое путешествие. Бог знает вашу боль и ответит на ваши молитвы. Пусть Бог благословит ваших близких и позволит вам с комфортом шагнуть в светлые возможности, которые вас ждут. Твоя голова продолжает кружиться от вещей, которые лишают тебя спокойствия, но каждое утро ты идешь к моему партнеру и занимаешься им,
и Твоя любовь ко мне никогда не угаснет. Боже, доверься Ему на протяжении всей недели и будь уверен, что Он обеспечит. Но не позволяйте этому остановить вас. Вы щедры в этом отношении. Вы приходите из ниоткуда и живете чудом, которого ждали. Когда вы подчиняетесь Богу, вам даются новые начинания и возможности. Он должен отстаивать справедливость. Я против всех планов ухода, гармонии, сохранения и финансовых обязательств. Взамен, Диана, я предлагаю тебе изобилие, которое успокоит твою душу. Библия говорит, что когда вы думаете о трудных временах, но стремитесь улучшить мир, число 8 показывает все, что вам нужно для достижения ваших целей. Мое присутствие достигает ваших сердец с великой похвалой и величайшим обожанием. Верьте, что если вы взываете ко мне всей душой и страстью, я услышу вас и подниму на более высокий уровень. Я знаю каждый дюйм твоей жизни. Я чувствую себя вместе с тобой, когда ты доверяешь мне и разделяешь свои жизненные проблемы. Когда Он отдаст свое будущее и планы в мои руки, на небесах будет вечеринка, и я пошлю 1000 ангелов защитить его. Я решу ваши проблемы своим духом и силой, а не вашей силой или мудростью. Я рядом со своими близкими, чтобы вы могли преодолеть все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, и выйти победителями. Мы благословляем тех, у кого есть смелость верить. Но те, кто предаются негативу, закрывают свое сердце для моей истины, презирают мои слова и насмехаются над этой любовью, которая исцеляет и спасает. Те, у кого нет смелости поверить в истинного Бога, не смогут получить тех благ. Опытный. Я забронировал для них место. Я всегда слушаю ваши молитвы, особенно в трудные минуты. Когда вы принесете свои молитвы к моим стопам, вы вскоре сами станете свидетелем того, как вы освобождаетесь, укрепляетесь и возвышаетесь благодаря моей любви и силе. Люби меня, твердо склони голову в вере и скажи, что ты согласен. Вы терпеливо ждали, ваши благословения велики и славны. Ваше терпение возросло, ваша вера стала сильнее, вы приняли более мудрые решения и преодолели все препятствия, которые встречаются на вашем пути. Теперь вы готовы с верой подняться на эту гору. Мы с нетерпением ждем вашего ответа. Я хотел бы поделиться с вами откровением сладкой и глубокой любви, которую я испытываю к вам. Вы не просто услышите истории людей, вы узнаете меня по-настоящему и поймете, что я искренен и всегда внимателен к вашей жизни и вашим потребностям. Я никогда не скрывал от тебя своего лица и всегда с любовью слушал тебя и рад, что твоя вера сильна. Он всегда умел дождаться меня без подозрений. Ты должен знать, что мое присутствие было с тобой, защищая тебя от зла, даже если казалось, что я не отвечаю. Мои ангелы сражались вокруг него, подчиняясь моим командам и работая на него, пока я ускорял время. Вы постоите за себя, и я никогда не слышал от вас никаких жалоб. Замечательно видеть, как такой мальчик, как ты, решает полностью отдаться мне и довериться мне всем своим сердцем. Я так счастлив быть твоим отцом. Я хочу благословить вас, наполнить вашу жизнь удовлетворением и радостью и дать вам цель, которая сделает вас примером для вашей семьи и общества. Где бы вы ни находились, не останавливайтесь, двигайтесь вперед, поднимитесь на эту гору и преодолейте все препятствия на пути к своему счастью.
Окружающие увидят, что вы являетесь живым примером веры и верности. И я буду продолжать благословлять его бесконечно. Продолжайте, не унывая, используйте власть, которую я дал вам, чтобы влиять на тех, кого вы любите. Побуждайте их искать меня, слышать мой голос и давать всем вам свои чудесные благословения. Пришло время решать проблемы, сражаться, работать, учиться и готовиться к важным моментам. Придерживайтесь своих целей. Пришло время действовать. Прошло много времени, но сейчас самое время. Благословения, которые вы собираетесь получить, приближаются. Я изменю вашу жизнь и жизнь вашей семьи очень мощным и сверхъестественным образом. Моя любовь к тебе чиста и вечна и будет длиться вечно. В это трудное время очень важно, чтобы вы поверили в себя и обратились ко мне. Не позволяйте угрозам и невзгодам отнять у вас мир и веру. Я глубоко чувствую вашу боль и тронут вашей честностью. Как я обещал ранее, мое сердце желает благословить вас. Скажите ей, что вы готовы принять мои благословения и что я буду относиться к ней с огромной любовью и заботой. Помни, в минуты печали я всегда буду рядом с тобой, держа тебя в ладонях и окутывая своим святым плащом. Я люблю тебя всей душой. Вы мой сын и дочь, я благословляю вас всеми своими силами и волей. Я сдержу все свои обещания, я всегда буду рядом с ним, я никогда его не бросала, и даже в эту бурю я все равно буду с тобой. Мои планы относительно вас – это высшие и вечные мысли, которые приведут вас к месту мира и процветания. Ситуация может показаться сложной, но если вы посмотрите на нее с верой и надеждой, измените свое мышление и убежденно поверите моим словам, ваша жизнь изменится. Ищите меня на коленях каждое утро, полдень и ночь перед сном. Услышьте мой ответ, когда вы молитесь и восхваляете с верой, когда вы просите защиты для своей семьи, когда вы взываете об избавлении от болезней и когда вы молитесь, чтобы я никогда не оставлял вас. Даже если все оставят тебя, я никогда тебя не оставлю, даже если те, кто говорит, что любит тебя, потерпят неудачу, моя любовь к тебе сильнее и истиннее. Я не подведу, никогда не подведу тебя, твоя семья, твое будущее, твое здоровье в моих руках. Если вы будете беречь, лелеять, защищать и быть верными своим благословениям в течение небольшого промежутка времени и в нужное время, ваши благословения будут увеличиваться и иметь большую вечную ценность. Сын, дочь, твоя любовь очень важна для меня. И я хочу, чтобы ты чувствовал себя глубоко любимым. Иногда, сам не зная почему, я замечаю, что вдруг просыпаюсь с чувством беспокойства и грусти, как будто в необъяснимом волнении. Вы должны понять, и я хочу вам сказать, что это чувство – это ответ вашего сердца на моего Святого Духа, когда я зову ваше имя утром, и вы начинаете уходить, предупреждая вас. Он настолько занят, что у него нет времени сидеть и вспоминать обо мне, но моя душа настаивает на том, чтобы он не оставался пустым. Грусть, которую он чувствует, это отчаянный крик его сердца, и он понимает, что если он не выпьет живой воды, которая исцеляет, наполняет и питает его существо, он может умереть от жажды. Осознавая одну вещь, это приносит эмоции. Спокойный и безмятежный. Если тебе грустно и пусто, это явный признак того, что ты уже давно передо мной. Жить так достаточно.
Если вы продолжите оставаться в этом состоянии, ваши чувства станут лишь смутными. В моменты конфликта, вместо того, чтобы с верой взглянуть в глаза самим себе, мы можем отвлечься, полагая, что нас наказывают. Но это неправда. Я Бог, я не могу лгать. Во мне нет лжи. Бесчисленные вещи, которые я сделал, чтобы любить тебя, доказывают, как сильно я люблю тебя, любовь, которую невозможно выразить словами так сильно. Вы получите благословение, которого так долго ждали. Враг в ярости и хочет отобрать тебя у меня, но я не сдамся. Я понимаю, что ты чувствуешь. Не убегайте и не прячьтесь. Как ты можешь думать, что я не настоящий и не могу любить тебя? Вы меня глубоко тронули этой идеей. У меня есть сердце, которое чувствует то же самое, и я искренне люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты покидал меня. Ты мой сын, моя дочь. Конечно, я люблю тебя. Я не приходил к тебе, когда ты скорбел. Я обнял тебя с любовью, очистил твою душу, простил твои недостатки, исцелил тебя и восстановил тебя. А теперь будь осторожен, мое обещание твердое и нерушимое. Никто не сможет отнять тебя у меня. Моя любовь вечна. Если ты полон сомнений, это потому, что ты слышишь не тот голос, но пусть это уйдет с пути. Давай сейчас же сядь ко мне на колени. Я взволнован, так же, как волнуюсь, когда ты бежишь ко мне. Могут быть трудности и сомнения, но они всего лишь летающие птицы. Не позволяйте им гнездиться в вашем сердце, отвергайте смертельную ложь, которую пытается создать враг. Если вы перестанете иметь эти сомнения, вы сможете избавиться от своих страданий. Теперь я пишу свое имя на твоем сердце, чтобы ты никогда не забывал и не сомневался. Вся моя любовь твоя. Это неизбежно. Сегодня эта цепочка разорвана. Радость и счастье потекут к вам в изобилии. Это сотворит чудеса в вашей жизни. Ваше лицо будет наполнено хвалой, а ваше сердце радостью. Я обещал, и ты увидишь сам. Вы можете получить все необходимое и даже больше, чтобы благословить и помочь нуждающимся. А Господь Вседержитель, Бог бесконечной доброты и любви. По мере того, как этот год приближается к закату, наши сердца объединяются в симфонии благодарности и надежды. Перед всеми вами мы хотели бы выразить нашу глубочайшую благодарность за бесчисленные благословения, которые вы нам дали, ценные уроки, которые мы усвоили, за трудные битвы, которые мы преодолели, и прежде всего за безусловную любовь, которую вы прожили в этом году. Господи, это был путь, полный испытаний и неожиданных препятствий. На каждом крутом повороте и каждом крутом подъеме мы чувствуем ваше любящее присутствие, направляющее нас и удерживающее нас сильными и устойчивыми. Господь, мы славим Тебя за Твою неизменную верность и Твое милосердие, за то, что Ты не подвел нас, даже в темных долинах и в жестоких штормах. Теперь, глядя на горизонт приближающегося Нового года, мы молимся о Ваших новых благословениях. Пусть этот Новый год будет наполнен здоровьем, миром, любовью и благополучием. Отец наш, даруй нам мудрость учиться на ошибках прошлого и неукротимое мужество, чтобы с твердой верой и непоколебимой решимостью отвечать на вызовы будущего. Господь, объедини наши семьи, друзей и всех,
о ком мы заботимся своей божественной защитой. Пусть Твой свет сияет в наших сердцах и освещает каждый наш шаг и каждое решение. Любовь, суть того, кем Вы являетесь, может быть основой всех наших действий и взаимодействий в этом мире. Мы молимся, чтобы в наступающем году мы стали истинными инструментами Вашей любовной боли и мира. Когда мы протягиваем руку помощи нуждающимся, наша вера в Тебя будет расти в геометрической прогрессии день ото дня, превращая нас в живые свидетельства Твоей огромной благодати. А Боже, мы отдаем наши планы, мечты и желания в Твои мудрые и любящие руки. Пусть новый рассвет напомнит Тебе о Твоем постоянном присутствии и новой любви, а закат принесет в свое пробуждение нежный покой и глубокую благодарность за прожитые дни. Если вы считаете, что это сообщение может благословить других, пожалуйста, поставьте лайк. Ваш вклад важен для охвата большего числа людей, которые, как и вы, нуждаются в том, чтобы их услышали и прославили. Перестаньте выбирать сейчас. Вы измените ситуацию и будете за это глубоко благословлены. Ты победишь, и все подтвердят, что я с тобой. Твое благословение приближается, слушай, никто не сможет этому помешать. Ответы, которых вы так долго ждали, придут, ваши потребности будут удовлетворены, и ваше здоровье чудесным образом восстановится. Человек, которого ты так любишь, вернется в твою жизнь, это обещание. Я говорю вам это для того, чтобы вы наполнились мужеством, и ваша радость началась сейчас, прямо сейчас. Вскоре люди и семьи будут искать вашего присутствия и увидят ваше светлое и восстановленное лицо. Ваша улыбка станет живым доказательством, и они увидят своими глазами то, что я, Господь, собираюсь дать вам. Слово уже было сказано, и изобилие уже повелено. Я не лгу и держу свои обещания. Помните об этом каждое мгновение каждого дня. Тогда ваш разум освободится от забот и тревог. Я сам намерен положить конец его страданиям. Пришло ваше время радости, грядут дни счастья, благословенные дни, драгоценные мгновения, которыми вы должны дорожить в полной мере. Не бойся, мой дорогой сынок, моя дорогая дочь, не лей слез, не отчаивайся. Поверьте мне, я ваш Бог, говорящий сегодня непосредственно с вами. Пожалуйста, верьте всем своим сердцем. Я слышу каждую твою просьбу, чувствую биение твоего смиренного и искреннего сердца. С моего престола я слышу ваши молитвы и открываю вам двери моей бесконечной благодати. Я изливаю на вас свои благословения и благодать. Мое присутствие с теми, кто призывает мое имя истинно, с чистой верой и смирением сердца. Всегда помни о своей искренности и глубоких желаниях, ты веришь в мою силу и мою вечную верность. Я никогда не оставлю тебя. Сколько бы лет ни прошло, я никогда не оставлю и не забуду тебя. Хоть я и пострадал на кресте и пролил за тебя свою кровь, это было не напрасно. Когда к тебе приближаются враги или трудности, или когда ты чувствуешь себя слабым, нуждающимся или больным, знай, что я всегда с тобой. Я повторяю это, чтобы это навсегда запечатлелось в вашем сердце. Я хочу, чтобы ты искал меня и помнил мои слова каждую ночь. У меня есть все силы, чтобы освободить тебя. Повторяйте это каждый день, потому что вам действительно этого хочется. Я хочу, чтобы вы были полны веры, ложились спать с миром в душе и каждое утро просыпались с силой в духе,
уверенные, что мои обещания не нарушатся и что я никогда не оставлю вашу надежду. Я говорю правду, я люблю тебя и всегда буду благословлять тебя. Так было всегда, и так будет всегда. А теперь скажи мне, во что ты веришь? Я хочу услышать твою силу и счастье из твоих уст. Вы вот-вот получите это долгожданное благословение, и именно поэтому враг сделает все, что в его силах, чтобы удержать вас подальше от меня. Но не отчаивайтесь, если кажется, что дела идут не очень хорошо. Не сдавайся. Теперь я понимаю, что ты чувствуешь. Посмотри на меня, мы здесь вместе. Мы решим это вместе. Не стесняйтесь, не прячьтесь. Что заставляет тебя думать, что я не настоящий? Откуда взялась мысль, что я не могу тебя любить? Не недооценивайте себя. Ты драгоценна в моих глазах. Я плачу, когда слышу твои сомнения, потому что мое сердце чувствует то же самое. Я очень люблю тебя и никогда не хочу, чтобы ты покидал меня. Ты мой любимый сын и моя любимая дочь. Как я могу не любить тебя, впадая во тьму депрессии, забывая обо всем, веря, что твой конец пришел? Я пришел к вам. Ты не нашел меня первым. Я подошел к тебе и обнял тебя с огромной любовью и нежностью. Я очистил твою душу, я очистил твое сердце и простил тебе все твои ошибки. Я утешал тебя, исцелял и ободрял тебя. Переродитесь и начните двигаться снова. Теперь будьте осторожны, потому что в этот момент ты понимаешь, что мое обещание нерушимо, и я никогда его не нарушу. Слушай, никто не сможет отнять тебя у меня. Моя любовь к тебе вечна. Если сомнение заполняет ваш разум, это потому, что вы слушаете других, забудьте об этом на данный момент. Пожалуйста, раскрой мои объятия и приди. Я плачу по тебе. Ты бежишь ко мне, меня глубоко трогает. Жизнь полна борьбы. Если вам интересно, это похоже на полет птиц вокруг вашей головы. Если вы не будете осторожны, они проникнут в ваше сердце, осквернят ваши мысли и уведут вас от моей любви. Мы никогда не забудем, как прекрасно жить вместе. Сражайтесь с темной стороной сражений, с которыми вам предстоит столкнуться. Не позволяйте этим негативным мыслям заполонить ваш разум. Отвергните смертоносные семена, которые враг пытается посеять внутри вас. Удалите эту неопределенность из своей головы прямо сейчас. В этот момент вы забудете о грусти. Я выгравирую свое имя в твоем сердце, чтобы ты никогда не сомневался в моей бесконечной любви к тебе. Я не подведу тебя. Я обещаю. Даже если весь мир отвернется от тебя, даже если ты почувствуешь себя одиноким, что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой. Я дорожу тобой и твоей семьей, благословениями и подарками, которые я тебе дал. А теперь скажи мне, что бы ты сделал. Вы поверите мне? Что бы вы ни видели и не чувствовали, держитесь ли вы за это, не сомневаясь, что оно вторгнется в ваш разум. Уверяю вас, я вас не разочарую. Торжественно заявляю, что мое обещание не напрасно. Идите со мной рука об руку со спокойным умом, миром и уверенностью. Мой завет с тобой вечен и нетленен. Я знаю, что ты иногда забываешь меня из-за суеты жизни,
но прошу тебя радовать, когда наступает тишина, когда утихает шум и когда у тебя есть время поговорить со мной. Помните, каждая минута моего присутствия стоит больше 1000 часов. Мир боли. Приходите ко мне домой. Я жду ваших молитв. Помните, мир, которого ищет ваша душа, можно найти только через прекрасную и искреннюю веру в мое слово. Если я так говорю, то потому, что встречаю это. И если это написано, то потому, что мое обещание сильнее и могущественнее всего в этом мире. Если ты любишь меня, отдай мне свое сердце, питай мое слово, верь ему всей силой души, и оно наполнит меня радостью, дитя мое. И в этот момент я обещаю щедро вознаградить тебя. Я даю тебе огромную силу, силу противостоять змеям, скорпионам, горящим углем и каждому тернистому пути боли. У вас есть божественная сила заставить замолчать свирепого льва и остановить пожирателя. Не нужно кричать, чтобы появилась моя сила. Ваша чистая и смиренная вера, дух благодарности, сильная преданность и видение вашего внутреннего воина – это все, что вам нужно. Враг трепещет не громким голосом, а истинной верой. Многие люди говорят, кричат и говорят, что любят меня, но их действия показывают обратное. Вот почему я выбрал тебя. Творите чудеса своими словами и руками. Не бойтесь и не уклоняйтесь от испытаний. С моей любовью и силой ты сможешь двигаться и победить силы зла. Когда ты чувствуешь себя одиноким и плачешь, пожалуйста, приходи ко мне. Я понимаю всю твою боль, печаль и одиночество. Не нужно ничего объяснять. Просто кричи для меня. Я с любовью облегчу твое бремя. Вы отдали любовь и заботу и мало получили взамен, но я вижу вашу борьбу и благословляю вас. Принеси мне свою усталость, свое утомленное сердце, и я дам тебе отдых. Я возьму на себя всю твою боль и печаль. Я знаю все жертвы, которые ты принес ради любви, и все разочарования, которые ты пережил. Я был свидетелем каждой лжи и предательства, но послушай, я видел все, что ты сделал, и я был свидетелем каждой эмоции, каждого шага, который ты когда-либо делал. Я всегда был с тобой, я сейчас и всегда буду с тобой, и теперь твоя вера обновлена и твои глаза открыты на новую жизнь, где ты наконец встретишь мою. Ты почувствуешь и поверишь в бесконечную любовь. Это мое торжественное обещание. Пожалуйста, отдай мне свою жизнь и свое сердце. Я всегда буду рядом с тобой, люблю тебя и исцелю всю твою боль. Я буду твоим щитом в каждой битве, я укрою тебя своей любовью и подарю тебе мир, который укрепит твою душу. Если ты упадешь, я подниму тебя. Если ты разочаруешься, я вдохну новую жизнь в твою душу. Слушай, нечего бояться. Если вас ошибочно обвиняют, не беспокойтесь о лжи других людей. Не позволяйте злонамеренным людям сбить вас с толку. Поверь мне, я знаю твое чистое сердце и посмотрю, как заставлю твоих врагов отступить и в страхе бежать. Пусть ваша жизнь будет наполнена миром, мудростью, процветанием, здоровьем и небесной радостью благодаря благословениям, которые я изливаю на вас. Со мной все твои мечты сбудутся, ты почувствуешь мое присутствие в своей интимной жизни и никогда больше не будешь прежним человеком. Все заметят перемены и увидят радость и умиротворение, исходящие от вашего лица.
Итак, просыпайтесь завтра пораньше и будьте внимательны. Тогда ты отчетливо услышишь мой голос, уверяющий тебя, что в хорошие и плохие времена я никогда тебя не подведу, потому что люблю тебя всем сердцем. Пожалуйста, помолитесь, я здесь, чтобы послать вам это слово мира. Потому что я слышу, как ты зовешь мира. Сегодня позвольте божественному дыханию вдохнуть в вашу душу и почувствуйте спокойствие, которое наполняет этот момент. Откройте губы и поблагодарите, потому что это самая прекрасная молитва, которую вы можете мне вознести. Не отчаивайтесь, я прислушиваюсь к каждому вашему слову. Я знаю, что мой ответ уже в пути, прежде чем вы спросите, но я даю вам свою силу и разум. Я хочу, чтобы вы укрепили свою веру, а не полагались исключительно на нее. Будьте мудры и скромны, мы не знаем всего. Во тьме скрыты опасности и ловушки, подобные рыку льва в духовном мире. Пожалуйста, обратите на это пристальное внимание и отнеситесь к этому серьезно. Поэтому молитесь всегда, во времена радости, невзгод, конфликтов и тревог. С тобой легко общаться, просто поверь мне. Где бы вы ни были, верьте и будьте смелыми и взывайте обо мне. Тогда я отвечу. Когда ты придешь, чтобы найти меня, ты почувствуешь объятия моего Святого Духа, и я не отпущу тебя, пока твое сердце не успокоится. Я не позволю тебе идти по жизни в страхе и отчаянии. Я стучу в дверь твоей души каждое утро, встаю рано, когда другие спят, и тихо начинаю день с твоей живой веры. Пожалуйста, приходите с уверенностью. Мы ждем вас с распростертыми объятиями. Я люблю, когда вы общаетесь честно и с чистой убежденностью. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам даже по незначительным вопросам. Ваши молитвы драгоценны и важны для меня. Вы знаете, каковы ваши истинные приоритеты, и не ищите роскоши или тщеславия. Поэтому авторитетом своих слов говорю вам: не бойтесь, не унывайте, постоянно молитесь за свою жизнь, свое будущее, свое здоровье и процветание, свою семью, своих детей. Молитесь за нас и за других. Пожилой. Мой младший сын, пожалуйста, помолись за всех его родственников, тех, кто хорошо к нему относится, и даже тех, кто смотрит на него с подозрением. Послушайте, те, кто отверг его, однажды покаются и извинятся за то, что недооценили его. Не обманывайте их. Не говорите ни о ком плохо. Пусть из твоих уст исходит только благословение. Даже если они избегают вас, все, что вы можете сделать, это молиться и прощать. Святой Дух мягко проговорит к ним и покажет их ошибки, и вскоре они откроют глаза, осознают свою ценность и осознают, что вы – благословение. Никогда не прекращайте молиться, несмотря ни на что. Пусть счастье не отвлекает тебя, пусть оно не сбивает тебя с толку, пусть болезнь не лишит тебя покоя. Я никогда не позволю тебе столкнуться с большим бременем и битвами, чем ты можешь вынести. Вы никогда не почувствуете себя одиноким или беспомощным. Не прислушивайтесь к своим негативным эмоциям, когда вы чувствуете себя подавленным, напряженным или бесконечно кричите. Мои обещания верны, и мои слова всегда будут выполнены. Сегодня я уверяю вас, что все ваши молитвы будут услышаны. Для меня нет ничего невозможного, ни слишком большого, ни слишком маленького.
Я отвечу вам и дам именно то, что благословит вас и принесет вам дальнейшее ободрение и силу. Всегда предоставляйте лучшее. Не следуйте вредным привычкам людей, не жалуйтесь на задержку обратной связи, научитесь доверять и концентрироваться на том, что действительно важно. У вас есть жизнь, и вы окружены семьей. Несмотря на твои проблемы, у тебя уже есть лучшее, и у тебя есть я, у тебя есть вера, если ты действительно любишь меня. Я приглашаю вас посвятить себя мне, напитать свою душу, наполниться мною и поставить себе такую цель. Из ваших уст будут выходить только хорошие слова. Я знаю, что многие люди будут провоцировать тебя и в конечном итоге говорить то, что ты не имел в виду. Решай сейчас, я хочу изменить твое мнение. Ваше будущее, ваша семья, ваши деньги. Я приготовил для вас великие благословения. Ваши молитвы очень важны для того, чтобы внести в вашу жизнь мощные изменения и чудесные чудеса. Будьте терпеливы и не отчаивайтесь. Теперь вы можете убедиться в этом сами. Я люблю его. Последнее слово во всем остается за мной, поэтому, пожалуйста, поверьте, что ваша жизнь в моих руках. Я не проиграю с тобой. Люди могут говорить и думать все, что хотят. Но ничего не меняется. Они не причинят тебе вреда. Я люблю тебя, и ты не упадешь и не сдашься. Ты будешь богат. Он исцеляет все болезни в вашем теле и вашей семье. Я благословляю вас изобилием и миром. Вот почему вы слушаете меня сейчас. Любой, кто говорит, что не может вас изменить, лжет вам. Они говорили, что ты никогда не изменишься, тебе будет становиться все хуже и хуже, ты обречен на провал, ты ничего не стоишь. Но ты набрался смелости прийти ко мне. И хотя сначала я думал, что ты недостоин моей любви, мои слова, моя искренность и мое присутствие подтвердили, что они настоящие. На вас обрушится водопад любви. Тебя так задело неуважение, но этот поток любви исцелил тебя. Я изменил твое каменное сердце, и теперь в твоем сердце есть сердце, полное веры, полное надежды, жаждущее жизни, невинное, как ребенок, сильное и стойкое, как воин. У него доброе и простое сердце. Пожалуйста, оставьте прошлое позади. Примите свою новую реальность. Вы новичок, мудрый и терпеливый. Я даю вам душевное спокойствие, но ваша роль молиться и делать все возможное, чтобы избавиться от вредных привычек и прошлых мыслей. Я защищаю тебя и забочусь о тебе день и ночь. Не бойтесь даже в темные времена. Столкнитесь с непробиваемым щитом, который спасет вас. Мой свет осветит тебя. Откройте свое сердце и приготовьтесь к трансформации. Примите моего Святого Духа, который наставит вас на всякую истину. Бог будет вести тебя за руку и освещать твой путь, а страх и ужас потеряют над тобой всякую власть, как горшечник лепит глину. Никакие эмоции не могут контролировать вас, потому что в вашем сердце есть место только для моей любви. Не позволяйте боли или сомнениям сбить вас с толку. Я тебя люблю. Мое обещание вам сбывается. Мое желание сбудется. У меня есть с тобой обещание. Мои молитвы обращаются к вам. Я люблю вас такими, какие вы есть, дочь и сын. Для меня ты особенный.
Мы подготовили отличный план и осуществим его, как задумано. Мы доставим вас к месту назначения правильным и хорошим способом. У меня в твоих руках то чудо, которое тебе нужно, и ответы, которых ты так долго ждал. Проведите некоторое время в молитве, и все, что вы желаете, сбудется. Если вы будете искать меня утром, если вы преклоните колени перед сном, вы обнаружите, что ответы на многие из ваших молитв уже перед вами. Наполните себя моим словом, и все будет выглядеть и ощущаться по-другому. Ваша личность изменится, и даже те, кто плохо к вам относится, начнут меняться. Ваши надежды возобновятся, улыбка станет ярче, лицо станет увереннее, и вы завоюете уважение. Вы никогда не проигрывали и никогда не потеряете. Ради тебя у меня есть жизнь и силы, чтобы подняться из праха, процветать и быть счастливым. Я воскрес в третий день, и ты воскрес со мной. Принимать. Верьте, пожалуйста. Возьми. Он наполнен этой божественной силой, которая разделяет воды бушующего океана и дает вам возможность безопасно дойти до места назначения. Я буду с тобой, пока ты будешь проходить через жестокое море. Даже если ты перейдешь бурную реку, ты не утонешь. И сквозь огонь можно пройти и не обжечься. Я дал тебе силу попирать змей, скорпионов и прежде всего силу врагов твоих, и никто не причинит тебе вреда. Мои благословения неизмеримы. Я буду защищать тебя, заботиться о тебе, любить тебя и относиться к тебе с любовью. Ну, я твой отец. Мне не нужен ты, чтобы завоевать мою любовь. То, что у меня есть для тебя, принадлежит тебе и никому больше. Теперь с верой взывайте ко мне, когда вам понадобится, и я отвечу вам. Я открою вам великие и неизведанные вещи. Я вас слушаю и настаиваю. Я говорю о своих благословениях и своей любви к вам. Будет борьба, проблемы и конфликты. Но ты мой, я люблю тебя. Я твой пастырь, ты ни в чем не будешь нуждаться. Я хочу, чтобы вы полностью поняли, кто вы и кого я решил любить и благословлять вас. Пожалуйста, скажите мне, во что вы верите. Пожалуйста, поверьте и примите эти слова. Позвольте присутствию Бога окружить вас, очистить вас и дать вам контроль. Таким образом, все было завершено в кратчайшие сроки и в соответствии с графиком. 9,99, если вы думаете, что вам следует иметь не только машину, но и все остальное, и если вы думаете, что Бог – ваш проводник, доверьтесь мне даже перед лицом трудностей. В этом месяце произойдет много изменений. Апрель – это время, когда все элементы настоящей любви усиливаются и раскрываются как неожиданное исцеление, открытость и 6 глава, которую еще предстоит увидеть. Бог обогатит вас благословениями и принесет вам победы, новые начинания, исцеление и успех. Поскольку вы мне доверяете, позвольте мне поделиться с вами многими обнадеживающими новостями, заявленными просьбами и большими достижениями. Спасибо за лайки, комментарии и подписку на канал. Пожалуйста, проявляйте ту любовь, которую вы проявляете. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии. Функция «Суперспасибо» – отличный способ выразить свою благодарность, особенно если вы тронуты и хотите внести больше.
Благодаря вашему участию мы можем создавать вдохновляющие и воодушевляющие намерения, которые распространяют послание Бога по всему миру. Поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей, чтобы распространить послание любви во все уголки мира. Ваши действия могут оказать огромное влияние на то, насколько широко будет распространено это важное сообщение. Аминь.